Корякин Александр Кемович, значит, кандидат технических наук, доцент кафедры обеспечения, член общественного совета РЭК. Значит, я хотел бы буквально короткое выступление сделать. Ну, опыт мой такой, скажем, 10 лет в науке, 10 лет на производстве, 10 лет в управлении, да, государственным. Поэтому наукой я, энергетикой как бы со всех сторон позанимался, да. Последние 4 года в АГАТУ есть время. Вот, и хотел бы несколько соображений своих на эту тему вам, значит, рассказать. Что такое безопасность, техническая надежность? Это вот такие серьезные вещи, технические, математические, экономические, да, которые присущи нашей территории. К великому сожалению, те решения, которые приняты ранее, приводят к тому, что у нас могут произойти системные ошибки. А системные ошибки – это уже глубокие аварии, глубокие потрясения, ну и тому подобное. Я приведу вам маленький пример. Конец 90-х годов, начало 2001 годов, значит, реформа электроэнергетики. Алексей Александрович сегодня подтвердил. Он сегодня представил у нас только две структуры. Значит, это генерацию и сети. Сбыт у него уже ушел. Вот. Через какое-то определенное количество времени и него и генерация отойдет, но сети останутся, неизвестно еще. Будут, не будут, ну, по крайней мере, 4 человека за мистера Алексея Александровича здесь будут сидеть, если будете приглашать на такие совещания. То есть идет капитальное дробление электроэнергетики по закону, федеральному закону об электроэнергетике Российской Федерации, который был издан в начале 2000-х годов. В 2007 году было полностью, значит, раздроблено и окончательное реформирование привело РАО из России. РАО из России. Чубайсовская реформа, да. К сожалению, господин Чубайс сделал реформу, сейчас уехал, отвечать некому. Ну, вот. А все это дело у нас продолжается. Что я хочу сказать? Первое. Было продекларировано, что будет конкуренция в области генерации, низкий уровень. На сегодняшний момент у нас есть низкий уровень конкуренции, искажение цен на оптовом рынке электроэнергии, отсутствие единого конкурента рынка мощности. Рынка мощности практически не существует. Есть прямые двойственные договора в центральной полосе России. Остальная часть, там, порядка это 70%, остальное как бы это считается рынком. Присутствует излишняя многосубъектность, приведшая к потере запутанности управления. Значительный рост числа менеджеров различного уровня из-за многозвенности системы управления. Вот вы сказали, что управляющие компании, сейчас не у кого спросить управляющие компании, вот то же самое может случиться из ПАО «Якутэнерго». Сейчас руководитель любого территориального энергетического предприятия, будь то генерирующее, передающее из бытовое, считается в народе местным феодалом. Дробление энергосистем привело к использованию регулирования предельных уровней, привязки к инфляции вместо учета прогнозного баланса и обоснованных затрат энергокомпаний. Увеличение износа оборудования, малое количество чисто частных инвестиций предприятий без государственного участия, например, крупномасштабное строительство на Дальнем Востоке, ведут только государственные компании или компании с государственным участием. Это ФСК и ПАО «Росгидро». Массовая погоня за выполнением финансово-экономических показателей привела к раздутию штатов всевозможных финансистов, менеджеров, ущерб профильным специалистам-энергетикам. Руководителям электроэнергетических компаний назначаются далекие вообще от энергетики люди. Системные ошибки. Эффекты от крупных энергетических объектов, построенных компанией с государственным управлением, не дошли до потребителей в связи с отсутствием масштабного строительства и ремонтных работ по распределительным линиям электропередач 35 киловольт и ниже. Крупняк более сделали 220, 110, а до мелочевки еще руки не дошли. Все у них сидит ремонтная компания, которая не очень большая, каждым годом все меньше и меньше становится. В связи с этим необходимо пересмотреть, значит, концепцию, вообще парадигму развития электроэнергетики Российской Федерации. Потому что мы опять делаем системную ошибку. То есть опять наступаем на те грабли, которые могут привести к крупным авариям. Возьмем опыт нашего ГОПа ЖКХ.
Значит, начало 2000-х годов, 2002 год, да, Александр Ильич? В 2003 году, да. Какая была ситуация, вспоминайте. Клуб ЖКХ раздроблены по всей территории республики. Каждый хозяин, да. Каждый сам себе все заводит, каждый все, что делает, что хочет. Было принято стратегическое решение, системное решение было принято по созданию единой компании. Централизовать клуб ЖКХ. Сейчас же у нас происходит процесс децентрализации ПАО «Якутскэнерго». Я считаю, что это абсолютно неправильный процесс. Следующее. Насчет тарифов. В основу концепции реформирования вообще электроэнергетики федерации. А почему нам это очень больно кажется? Потому что мы на дальнем заложить принцип единого тарифа для населения Российской Федерации. Он был. Предлагать его не надо. Он был 2 за 1 киловатт-час по всей Российской Федерации. Это все можно делать. Это все можно делать. Это все условности. Экономика – это определенные условности. Это не техника, где это работает, где не работает. Почему, например, человек, родившийся на Чукотке, должен платить по себестоимости в 2 раза больше, чем человек, который родился в Москве? Или в Иркутской области, например, да? Это же несправедливость, гражданская несправедливость, я считаю. Такой подход, как единый тариф, был всегда до реформ и развала единой энергосистемы. Тариф, я сказал, был 2 копейки. Единая энергетическая система функционировала как единый механизм, стирая грани между часовыми поясами. Безусловно, в нынешних условиях возможна дифференциация по категориям населения. Считаю, что принцип единого тарифа для населения является социально справедливым подходом, что в современной экономической и политической ситуации мог быть востребован. Внедрение единого тарифа для населения было бы реальным мероприятием по борьбе с бедностью России, а не унижающей подачки в виде субсидий, которые потом все равно приходят к энергоснабжающим организациям, а с точки зрения населения все эти субсидии приходят к энергетическим олигархам. Принцип единого тарифа на электроэнергию хотя бы для населения России можно было реализовать даже при современном состоянии электроэнергетики и государственном управлении отрасли. Это все вопросы методики и работы компьютеров, усиления России. Я обращался с этим вопросом в Министерство энергетики Российской Федерации, Федеральную антимонопольную службу. Они ответили, да, это все возможно сделать, но регионы должны договориться между собой. Вы инициируете процесс интеграции Востока и Иркутской области, чтобы Дальний Восток и Иркутская область была единой, где был единый тариф для населения. Почему этим занимаемся мы? Ведь можно этим заниматься? Можно заниматься. Был положительный. За сегодня электроэнергетика Дальнего Востока, я считаю, должна оставаться уникальной интегрированной структурой. Реформы, проведенные в центральной полосе России, не могут работать на Дальнем Востоке. Не может быть конкурентной среды, и нет, потому что нет межсистемных связей. Нет межсистемных связей. Уважаемые друзья, значит, я прошу, я выдвинул как бы 2 направления. Это значит, надо подходы менять в развитии электроэнергетики Российской Федерации в целом. Вот. И надо проталкивать как можно единый тариф для населения Российской Федерации. Спасибо.